Строительство досугового центра в селе Устюхта идет полным ходом. Сегодня подрядчик приступил к активной стадии реализации проекта. На днях ход ведения работ проинспектировал министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов. Наша главная задача – ввести центр в этом году, и на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что это не свершится. Мы обязательно сейчас должны ориентироваться на то, что социокультурный центр здесь, в Устюхте, должен быть ориентирован на всех жителей, на всех. И мы должны уже потихонечку привыкать к тому, что проведение досуга у жителей должно быть связано, может быть, даже не только, а уже, может быть, даже и не столько с культурой, но по всем абсолютно направлениям, которыми хочется заниматься. Это и по интересам разные направления, кружки по интересам. Это и, безусловно, творческие, в традиционном понимании смысла работы культурно-досуговых учреждений. Это, может быть, и спортивные какие-то направления. То есть сегодня все то, что представляет интерес с точки зрения проведения досуга, должно быть представлено здесь, на территории новой площадки. Осматривая место будущего центра, министр акцентировал внимание на том, что даже небольшой сельский досуговый центр должен соответствовать всем современным требованиям к качеству предоставления услуг в сфере культуры. Очень важно, чтобы библиотека, вот у вас будет в этой части клуба зал, а в этой части клуба библиотека. Очень важно, чтобы библиотека была модельной. С дизайнерской мебелью. По информации Сосногорского управления капитального строительства, сегодня стройка ведется в графике. На объекте работает подрядчик, который уже имеет опыт возведения нескольких подобных объектов на территории республики по аналогичному проекту. На данный момент проведены подготовительные работы, то есть это установка временного ограждения, демонтирован существующий железобетонный фундамент с вывозом полностью мусора, то есть размещены балки для рабочих, также произведена разбивка геодезической основы для уже нового строительства. На данный момент произведена выборка грунта под свайное поле, забито 8 динамических свай, произведена их динамика, то есть динамика соответствует проектному решению. С 20 до 20 мая, с 18 по 20 мая планируем забить оставшееся количество свай. Уже произведена подготовка территории под будущее благоустройство. Автомобильные заезды, пешеходные дорожки. Сейчас завозится песок для отсыпки и утрамбовки площадки. В планах до 10 июня нулевой цикл завершить, залить все ростверки, произвести обратную засыпку и где-то числа с 15-20 июня уже возводить металлокаркас. Напомним, будущий социокультурный центр рассчитан на 49 посадочных мест. В новом здании планируется разместить досуговые учреждения и библиотеку. Распахнуть свои двери он должен будет до 1 декабря этого года. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Весна – это всегда время обновления и преображения. Даже несмотря на ограничительные меры, а точнее со строгим их соблюдением, в Сосногорске стартовали мероприятия по приведению города в порядок. На территории муниципального района Сосногор, согласно постановлению администрации, объявлена санитарная чистка города с 18 по 31 мая включительно. Мы уже разослали постановление во все управляющие организации, ресурсно-снабжающие организации, во все малые бизнесы. К наведению порядка на своих территориях активно подключились также учреждения культуры, спорта и образования. За каждой организацией закреплены определенные территории. Ознакомиться с их полным перечнем можно на сайте районной администрации. Однако в городе и поселках есть территории, которые не попали в этот список. Например, небольшие пространства между домами или старые детские площадки, не числящиеся ни на чьем балансе, но пользующиеся популярностью у жителей. Такие места могут помочь привести в порядок активные, неравнодушные жители. Также управление ЖКХ призывает граждан принять активное участие в субботниках. Управление ЖКХ готово помочь. Мы можем выдать вам мешки и вывести мусор. Необходимо созвониться с нами, и мы вам это все предоставим. Собранный мусор достаточно сложить в мешки и оставить вблизи проезжей части, чтобы техника смогла их своевременно вывести. Для получения уборочного инвентаря необходимо позвонить в отдел муниципального контроля по телефону 5 02 82.
А при проведении работ необходимо помнить о мерах, противодействующих распространению коронавирусной инфекции, обязательных масках, перчатках и соблюдении дистанции в 1,5–2 метра. Начата весенняя уборка и на территориях муниципальных кладбищ. Если в течение года в рамках контракта мусор здесь убирают с периодичностью 1–2 раза в месяц, то сейчас объем работы увеличен. В рамках проведения общерайонного субботника на территории кладбищ проводится сбор не только случайного мусора, но и мусор, который граждане собирали в местах захоронения своих родственников и оставили на дорожках между секторами. Чаще всего мусор посетители кладбища оставляют на дорожках не потому, что им лень донести пакет до контейнера, а потому что места сбора мусора заполнены под завязку. Подрядчику по вывозу мусора претензии есть, да, что не своевременно вывозится мусор, конкретно с кладбища Гайдара мусор вывозится не своевременно. Для начала напишем информационное письмо о выполнении работ, которые у нас прописаны в графике к муниципальному контракту, а дальше будем уже смотреть, то есть предписания будем писать. Помочь в соблюдении на территории кладбища порядка могло бы обустройство дополнительных контейнерных площадок. Такая работа ведется, пояснили в управлении ЖКХ. Контейнеры закуплены у нас, будем расставлять их сейчас по секторам, посмотрим, где больше скопления мусора, будем расставлять их в тех местах, где это необходимо. При расстановке контейнеров будет учитываться и возможность подъезда к ним уборочной техники. Однако в управлении ЖКХ напомнили, что контейнерные площадки рассчитаны лишь на мелкий бытовой мусор. Хочется обратиться еще к гражданам. Сейчас у нас летний период, многие будут производить замену памятников. И все-таки старые памятники и кресты вывозили самостоятельно, то есть либо заключали договор с компаниями, которые будут производить замену этих памятников. Все-таки как-то это предусматривали. Обновление контейнерных площадок ожидается этим летом и в черте города. По словам Алены Горбатенко, пока в плане управления ЖКХ 4 адреса. Это Гайдара 10, Первомайская 8, Зои Космодемьянская 3 и Ленина 19. Будет выполняться полностью ремонт контейнерной площадки, будет заливаться новый фундамент, будут установлены стенки из металлопрофиля, все будет красиво, чистенько. Будем еще заменять контейнеры. Тоже будем закупать и заменять полностью. Как пояснили специалисты, управление ЖКХ приводит в порядок площадки, которые находятся на земле муниципалитета, и список их пополняется. Но без внимания не остаются и мусорки на придомовых территориях. Управление ЖКХ производит ремонт контейнерных площадок на муниципальной земле. Люди обращаются также по придомовым. Мы списываемся, созваниваемся с управляющими организациями, рекомендуем им производить ремонт и замену контейнеров. При этом в отделе муниципального контроля напоминают, что содержание и внешний вид контейнерной площадки, находящейся на придомовой территории, это все-таки обязанность собственников, то есть жителей конкретных домов. С приходом весны оживают и общественные пространства. Генеральная уборка произведена в обновленном сквере с гномами. Продолжается работа по обустройству сквера влюбленных в 6-м микрорайоне. В рамках муниципального контракта по содержанию парков, скверов у нас производится сбор случайного мусора, очистка урн от мусора, подметание тротуаров, общей площади с твердым покрытием. Также в рамках гарантийных обязательств по контракту на благоустройство сквера будут выполнены работы по сбору строительного мусора, по восстановлению брусчатки, которая обрушилась за период зимний и весенний. А также будет до конца мая установлена скульптура пары влюбленных, будут высажены цветы. Кроме этого, в сквере влюбленных уже завершились работы по установке видеонаблюдения. Сейчас камера фиксирует происходящее на территории, сохраняя видео на специальном носителе для передачи его при необходимости в полицию. Преобразится в этом году и сквер участников локальных конфликтов. В нем уже произведен демонтаж декоративных кирпичных стен, подготовлены траншеи под укладку нового электрокабеля. По проекту здесь будут заменены опоры освещения и светильники, а также установлены новые скамейки и урны. Начали просыпаться от зимнего сна и знаменитые сосногорские фонтаны. На этой неделе начаты работы по их расконсервации. Начинаем с первого фонтана «Белка с шишкой». В рамках контракта предусмотрена разборка деревянного настила, очистка чаши от грязи и установка всего необходимого оборудования. Также в 2020 году предусмотрен ремонт фонтанов. Это фонтан на сквере железнодорожников и фонтан возле Дома детского творчества. В том числе в рамках этих работ будет заменена проводка, электропроводка и заменены светильники.
Режим самоизоляции в Коми продлен до конца мая. И пока не все могут в полной мере насладиться весенним преображением города. Однако, чем тщательнее мы будем соблюдать его сейчас, тем быстрее сможем прогуляться по улицам, любимым скверам и паркам. А вот останется ли наш город чистым после массового выхода на улицу, решать только его жителям. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 15 мая в Сосногорске произошел пожар в деревянном многоквартирном доме номер 34 по улице Ленина. По информации управления ГО пожар начался рано утром, и еще до приезда пожарных служб жители дома успели самостоятельно покинуть свои квартиры. Погибших и пострадавших в результате случившегося, к счастью, нет. Сразу после завершения тушения и обследования конструкции дома на объекте был введен режим ЧС из-за опасности его обрушения. Причины возгорания сегодня устанавливают эксперты, но и без официального заключения понятно, что вернуться в свои квартиры жильцы не смогут. На днях в администрации района состоялась встреча с жителями сгоревшего дома, на которой специалисты, непосредственно обследовавшие дом, подтвердили информацию, что, скорее всего, он будет снесен. По поводу перекрытий и несущих конструкций. Также часть сгорела, часть деформирована. Те перекрытия, те, которые между первым и вторым этажом, также завалены и мусором, и конструкцией, и так далее. Все, что сейчас находится в здании, то есть все нагрузки, которые были просчитаны, они сейчас увеличены. Кровля и несущие конструкции дома повреждены настолько, что о восстановлении речи идти не может, подытожили специалисты. На сегодняшний день муниципалитет в пределах своих возможностей и полномочий предоставил всем, кто обратился за помощью, временное жилье из маневренного фонда. Также на встрече собравшимся пояснили, куда нужно обратиться, чтобы получить материальную помощь из резервного фонда администрации. Кроме этого, всем помогут в сборе необходимых документов и окажут юридическую помощь. Что делать дальше, станет понятно окончательно после того, как будут получены заключения от экспертных и надзорных организаций. Можно ли было избежать трагедии и кто виноват? Наверняка этим вопросом сейчас задаются не только жильцы этого дома. Деревянное здание 40-х годов постройки прошлого века, безусловно, требовало особого к себе внимания. Долгие годы дом не обслуживался должным образом, так как управляющие компании отказались от него еще 10 лет назад. Однако и сами жильцы за это время не озаботились вопросом содержания общедомового имущества, не создав ТСЖ и не выбрав непосредственное управление домом. На встрече жильцы жаловались на плохую электропроводку и постоянные перебои с электричеством в доме. Однако ни одного официального обращения, констатировали сотрудники управления ЖКХ, о капитальном ремонте сетей от жителей не поступало. В позапрошлом году в доме силами регионального оператора была капитально отремонтирована кровля. Жаль, что прожить под ней жителям 34-го дома получилось недолго. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже не первый год в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в Сосногорске идет благоустройство дворовых территорий. Этим летом преобразятся сразу 12 дворов города. После встреч и обсуждения проектов с жителями сегодня все готово к непосредственному началу работ. Напомним, участие в программе – это итог кропотливой работы жильцов конкретных домов. Собственники квартир проделали большую работу, организовали и провели общее собрание дома, подготовили протоколы, в которых отразили планы по предстоящему благоустройству. Составили первоначальные дизайн-проекты и обсудили их со специалистами. В список самых активных дворов попали дома всех частей города. В железнодорожной части это дома номер 32 и 36 по улице Советской, дома номер 1 и 14 по улице Горького, дом номер 9 по улице Кайдара. В 5-м микрорайоне будет благоустроено 2 двора, дома номер 13 и 16. Долгожданное благоустройство начнется и в Сосновке, в домах номер 2Б, 4Б и 4Г, 7А по улице Лесная, а также во дворе дома номер 24 по улице Ленина. Во всех дворах запланировано асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. Эти виды благоустройства входят в минимальный бесплатный перечень работ. На сегодня по всем дворовым территориям уже заключены муниципальные контракты на асфальтирование. Работы должны начаться в июне этого года. Часть домов решили выполнить дополнительные мероприятия. Так, новые парковки появятся у дома номер 36 по улице Советской, у домов номер 2Б, 4Г и 7А по улице Лесной. У дома номер 9 по улице Гайдара появится детская площадка.
Напомним, все эти мероприятия предполагают софинансирование жителей в размере не более 5% от общей стоимости работ. Поиск подрядчиков начнется после того, как жители соберут необходимые денежные средства на специальном счете дома. Федеральная программа по благоустройству будет действовать до 2024 года, а это значит, что у сосногорцев есть возможность оформить заявку и сделать свой двор красивым и комфортным. Подробную информацию об условиях программы можно посмотреть на сайте районной администрации или получить консультацию в управлении ЖКХ по телефону 5 0065. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск.